Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: сердце какого мужчины вы покорили? Сейчас мы все узнаем, что за мужчина, знакомы ли вы, есть ли что между вами, будет ли в будущем. Сейчас все узнаем. Просто загадайте на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, мужчину вы явно знаете. Вот его лицо, имя есть в вашей голове, есть в ваших глазах. Но опять же, вы все разные девочки. Кто-то на лицо знает, а кто-то прям дружит, общается. Может быть, даже вы с ним встречались, либо встречаетесь в сегодняшнем дне. Мужчина вам хорошо знаком. У мужчины очень крутой потенциал. Со стороны мужчины выходят прям такие чистые дороги. Горшок вышел со стороны мужчины. И, кстати, знак больших денег у него вышел. Да, знак победителя. Знаете, такой победитель, который берет от жизни все и сразу. Не только деньги, не только какие-то ресурсы. Он еще и берет высокие горы. Он берет высокие, знаете, как эти достижения, цели. Человек, который многого в жизни добьется, либо уже добился, либо еще добьется. То есть очень крутой потенциал у этого человека. У вас об этом человеке, ну такая, знаете, спорная информация. Либо вы не уверены, да, вы не уверены, что он к вам испытывает, что он о вас думает, думает ли вообще о вас. То есть мужчина интересный, то есть на глаз приятный. Может быть, вы только недавно познакомились, да? Вы еще не сформировали конкретного мнения об этом человеке. Но то, что он вам интересен, это я вижу. То, что он глазу приятен, это я тоже вижу. Мужчина по какой-то причине не раскрывается перед вами. Вот видите, даже так спиной к вам повернулся, и вот типа я спрятался, я в домике. Да, он присутствует в вашей жизни, он присутствует в вашем поле, у кого-то в интернете отыграется, да, может, там познакомились в интернете с мужчиной, общаетесь. Вроде как и общается, но никакой конкретики, никаких серьезных движений в вашу сторону он не делает. А вы думаете, а что это значит? Да, а как он ко мне относится? Я хочу вот посмотреть, по какой причине он от вас отвернулся, почему скрывает свои чувства. А чувства у него, кстати, девочки, очень серьезные. Чувства уже просто переполняют, уже, знаете, как капать начинают, проливаются его чувства. Почему он прячет свои чувства? Почему он вам ничегошеньки не говорит, не предлагает? Ну, понятно, карта дьявол. О, Господи, нам сразу все объяснила. Но он в клетке сидит, девочки. Он в клетке, он вынужден носить маску. Он вынужден как будто бы делать вид, что да, мы общаемся, да, мы там друзья, либо да, мы знакомые. Господи, перевернулась карта. Чего-то ждет. Чего ты ждешь? Ждет времени, чтобы снять маску. Хорошо, отлично, конкретно. Опять карта перевернутая. Ну, все понятно, он не свободный, девочки. Он не свободный, поэтому он вам и не открывается. Все ясно. Прям, смотрите, какой-то неразговорчивый мужчина, прям пытать пришлось. Мужчина постоянно думает и мечтает. Вы для него вот прям воплощение какой-то нежности, женственности, весны. Вот когда вы рядом, либо когда он думает о вас, ему настолько тепло становится, аж мурашки по телу бегают, он прям как успокаивается, он расслабляется мыслями о вас. Вы для него просто идеал женской красоты, предел мечтаний. При этом, девочки, он испытывает к вам просто нешуточные страсти, безумные страсти по дьяволу. Он настолько сильно вас желает, настолько сильно вы врезались в его душу, в его сердце. Вы у него уже, знаете, как в крови, понимаете? Вот схожу с ума
из-за нее, схожу с ума по ней. Ну, не могу к ней не приблизиться, ни о чем-то сказать. Я вынужден носить маску, я вынужден играть какую-то роль, противную мне роль. Я сижу в клетке, я мечтаю о свободе, да, я хочу быть свободным, я хочу прийти к ней, я хочу кричать о своей любви, целовать ей ноги, носить ее на руках, да, исполнять ее мечты, желания. Хочу заботиться о ней, но я в клетке, я не свободен, я лишь только об этом мечтаю. Вы для него, ну просто гений чистой красоты, не знаю, воплощение всех женских, я не знаю, прелестей. Вселенская любовь, как это правильно выразить? Просто здесь женщина абсолютно талантливая, гениальная, совершенство. Он ждет своего часа, он ждет своего времени, потому что есть какая-то дамочка очень надменная, требовательная и, вот знаете, противная, либо опасная. Вот поэтому он носит маску до поры до времени. Вот она его семейность. Вот она на него давит этой семейностью, и он знает, что она очень ядовитая и отравленная особа. Он знает, что она может наворотить непоправимого, причинить большие беды, неприятности не столько ему, сколько, например, вам, если узнает, что он к вам приметнулся, что он любит вас. Сейчас мужчина вот просто в таком состоянии, да, потерял интерес и вкус к жизни, потому что думает только о вас, мечтает только о вас. Ох. Да, непростая, конечно, ситуация, непростая, но вы не догадываетесь о его любви. Либо вы ставите под сомнение даже то, что он испытывает к вам симпатию. Он настолько тщательно маскируется, настолько он прям завуалировал эту свою любовь, что здесь похоже, не знаю, на дружбу, на какие-то профессиональные моменты, но никак не на любовь. Никак не на любовь, никак он не показывает своих желаний. Наоборот, даже человек может вас избегать, человек может от вас как-то прятаться, скрываться, да, вот, чтобы лишний раз себя не провоцировать и не доводить до греха, да, скажем мягко. Патовая ситуация. Но в будущем у вас все поправимо. Смотрите, он все равно перед вами раскроется, он перед вами откроется. Для вас это удачный знак. Вот именно вам в этот момент выпадает знак удачи, еще и ключ. Ключ от вашей новой жизни. Ведь именно этот человек может исполнить ваши мечты. Мечты о любви, в первую очередь, во вторую очередь о каком-то материальном благополучии. Наша жизнь, она сплошь материя, да, и когда этой материи материального не хватает, то жизнь, извините, как с милым в шалаше, она никому ни счастья, ни радости еще не принесла. Да, то есть материальное благополучие, я вижу, что вы к нему стремитесь, вы его достойны, и вот именно этот мужчина вам может его целиком и полностью дать. Знаете, как все свои там денежки бросить к вашим ногам. Не только свое сердце, но и все свои денежки. Девочки, ничего плохого в этом нет, это только очень хороший положительный момент, когда мужчина может обеспечить свою любимую женщину, может обеспечить свою семью. Так должно быть, понимаете, так должно быть. А у нас почему-то вот как-то все по-другому складывается. Обычно женщины все на себе тащат, вот, а мужики мало того, что денег не дают, так еще и погуливают. Вот этот мужчина, он не такой. Видите, у него там есть женщина, но он от нее не гуляет. Он честно хочет там покончить с ней, ну не с ней, а скорее с отношениями, да, с их отношениями. И уже, как говорится, свободненький, чистенький, с чистой совестью прийти к вам. Да, прийти к вам и вот начать ваши отношения, как полагается, без всяких тайн, без всяких секретов, не прятать вас, не прятать свою любовь к вам, так, чтобы сразу громко на весь мир заявить о том, что он вас любит. То есть здесь все-таки про честные отношения идет. Поэтому он сейчас пока прячется, скрывается. Ему очень больно, кстати, девочки, из-за этого, очень больно. У него какой-то темперамент, ну просто бешеный. Вы меня простите, он очень такой горячий человек, он загорается, он вот аж искры из себя пускает. Вот поэтому он от вас и закрывается, потому что он знает, что будет пожар. Вот если вы глаза в глаза встретитесь, будет точно пожар. Так, еще, что вы должны знать. Чувство его настоящее, чувство его постоянно
растет и укрепляется в нем. То есть он не просто влюбился, он все время продолжает все больше и больше в вас влюбляться. Этот процесс может быть бесконечный. Вот сколько бы он вас не знал, сколько бы вы, например, вместе времени не провели, он все равно не прекратит ни удивляться вам, ни восхищаться, ни восторгаться вами. Вот такой мужчина. Мужчина. Кстати, когда он влюблен, он очень поэтичен. Может и песенку вам спеть, и стишки там продекламировать. Интересно. Вам еще это все предстоит. Девочки, он очень решительный. Он очень решительный. Вот как и оракулы показали, и здесь я вижу, он будет с этой женщиной развязываться. И даже если она от него там потребует какие-то откупные очень крутые, он все равно отдаст за свою свободу, он ничего не пожалеет. Но вы не бойтесь за этот момент, он все равно при деньгах останется. И он такой человек, у него прям как магнит, да, денежный магнит, деньги все равно к нему прилипнут. Где-то ходит он вокруг вас, девочки, может на работе, может по соседству, может быть вы куда-то приходите, там в банк, например, приходите, а он менеджер этого банка. Да, у каждого ведь по-своему отыграется. Мужчина при деньгах, машина у него дорогая, большая, очень большая, очень дорогая машина. Еще про него могу сказать, что он очень такой учтивый человек, хорошо воспитанный и учтивый. От него вы матерных слов, ну, разве что его там прям просто довести, тогда только можете услышать. А так он очень хорошо воспитан, учтивый, всегда красиво одет, прям так, знаете, вычурно, я бы даже сказала. То есть придерживается какого-то стиля и всегда вот прям с иголочки. Если он где-то вот в деловой сфере крутится, то всегда это какие-то прям дорогие костюмы, парфюмы, там галстуки очень крутые. Там, про туфельки вообще не говорю, просто шикардос. Если он, например, там, сам на себя работает, у него свободный стиль, то это, скорее всего, спорт. Спорт, причем такой, знаете, дорогущий спорт, такой люксовый спорт. Ну, приятный мужчина, и женщины на него внимание обращают, но у него такой взгляд суровый. Если он кого-то хочет отшить, вот одним взглядом он отшивает всех и сразу. То есть вот прям блокирует желание к нему подходить. Вот многие его за это побаиваются, хотя большее количество людей его уважают. Уважают за то, что он умеет держать слово, уважают за то, что он человек ответственный, человек, который, вот знаете, с таким, как говорится, и в огонь, и в воду можно пойти. Ах, девочки. У вас с этим мужчиной развитие событий я вижу через 2 периода времени. 2 периода времени. Это могут быть и 2 недели, и 2 месяца, но не более чем 2 месяца. Здесь он уже не выдержит. Здесь он уже, знаете, как у дела закусит, да, и к вам. Будет проявляться по-любому, девочки. Проявляться будет очень как-то аккуратно, галантно. И проявится он именно предложением. От него первое, что вы услышите, это будет какое-то предложение. Ну, допустим, девушка вас подвести, девушка вам чем-то помочь. Что я могу для вас сделать? Если вы работаете вместе, ну, будет предлагать какую-нибудь, я не знаю, работу вам, да, за вас, вернее, сделать какую-то работу. Это именно он начнет с козырей, с предложений начнет. Ну, а вы не отказываетесь. Мужчина, он красивый, мужчина, он видный, тем более он в вашем вкусе. Почему нет? Почему нет? С таким хорошим потенциалом. Единственное, что он такой собственник. Вот он за своими вещами ухаживает, там, машинку свою бережет, там, наполировывает ее, там, она всегда чистенькая, как игрушечка. Вот, к женщинам он также относится. Ну, я не сравниваю, конечно, женщин и машин, но просто говорю, что вот если вы его женщина, то он прям будет всем и сразу заявлять, что вы его женщина, да, чтобы никто там лишний раз на вас не покусился, не возжелал вас. В принципе, но это нормально, это не ревность, это просто вот желание всем вот показать, да, это мое, значит, это моя территория, это моя женщина, это моя машина, да, вот вы другие чужие, не лезьте, да, не лезьте, обходите, смотреть можно, да, трогать нельзя. Вот из такой серии. Если вы девушка свободолюбивая, если вы привыкли там, к какому-то расширенному общению, там, много иметь знакомых мужчин, конечно, вам не очень зайдет это его правило, не очень зайдет это его требование. Но тем не менее, девочки, ну, если вы хотите действительно добротных таких вот серьезных отношений, может быть, что-то в себе надо поменять. Зачем вам там оболтусы знакомые мужчины, если у вас появится такой шикарный муж, например, да?
Этот мужчина вас очень серьезно рассматривает. Почему-то ему очень хочется именно вот с вами и засыпать, и просыпаться. И это не про интимную, хотя тут интимная у него уже горит, подгорает. А именно вот про какое-то душевное состояние. Почему-то, думая о вас, вот вы видели, даже карты показали, он как успокаивается, он как расслабляется, может быть, что-то вот из детства навеянное, может, первая любовь, вы похожи на его первую любовь, может быть, вы похожи на его маму, может быть, он рано маму потерял, да, так бывает. Прям что-то он видит и чувствует в вас вот родное, такое доброе, светлое. И больше, знаете, как он к вам привлекся? Не на вашу внешность, а вот именно на этот родной зов. Да. Может, кстати, у кого-то даже из вас отыграется, что вы родные души. Может быть, вы в прошлых воплощениях были вместе. Да, и тут именно притяжение душ случилось. И еще, например, не рассмотрев ваше лицо, не рассмотрев вашу фигуру, вот он прям почувствовал, что тянет, да, к этой женщине. Может, душа его вспомнила вас. Может, вы ему там в прошлой жизни отказали. Ну, понимаете, это, конечно, очень интересно, но каждый по-своему отыграется. Так, еще о чем вы должны знать. Мужчина, который есть в вашей голове в сегодняшнем дне. Вот вы о ком-то думаете, о каком-то мужчине. Девочки, ну этот мужчина, он какой-то незрелый, абсолютно незрелый, от него только одни неприятности почему-то идут. Либо могут прийти одни неприятности. Тот, о ком вы сейчас вот подумали, либо изначально думали, он не готов к тому, чего вы от него ждете. Ну не потому, что он плохой, а потому, что вот именно время такое, ну, не готов. Я не вижу, чтобы у вас с этим мужчиной что-то прям случилось и получилось, честно. Да, не летчик, летать не умеет. Даже если вы думаете о своем, например, там, муже, либо бывшем муже, это какая-то иллюзия с вашей стороны. Иллюзия. Нет, девочки. Вы для него слишком крутая. Слишком крутая. У вас какие-то прям действительно несовпадения с этим человеком. Нет, я не вижу, чтобы вы в ближайшее время с этим мужчиной были вместе. О том, о ком вы думаете. К сожалению, ну, не ваш этот человек. Либо в сегодняшнем дне он не готов на себя взять ответственность. А вам зачем нужно бесконечно его ждать и тратить на это время? У вас, смотрите, какой крутой ухажер идет. Извините, если вам прям больно, неприятно стало, но, может быть, вы и сами догадывались, да, что не совсем это ваш. Здесь вам просто подтверждают. Ну, типа, не трать время, не думай, это все в сегодняшнем дне, знаете, как вилами по воде писано. Вот. Если у тебя в запасе пару лет подождать, пока он за голову возьмется, пока он повзрослеет, ну, я думаю, что вы этого не захотите, ждать пару лет. Ну, к чему? К чему? А если не повзрослеет? А если ему 5 лет понадобится? А если 10? Некоторым людям он жизни мало, чтобы повзрослеть, и мозги на место встали. Поэтому, девочки, прекращайте о нем думать, прекращайте. Но, честно, вы себя как-то вот... Вы себе душу как раз трепали этим мужчиной. А он этого не стоит. Честно, он этого не стоит. Так, еще вы, девочки, должны знать такую важную вещь. У вас какой-то грандиозный проект скоро будет. Проект, либо это как конкретно ваша задумка, да, что-то вы там себе сами придумали, хотите этим заниматься. Либо, может быть, на работе у вас что-то будет. Вот прям проект, задание, может быть, какие-то новые какие-то обязанности. Смотрите, ни в коем случае не отказывайтесь. Не отказывайтесь. У вас как-то одномоментно должно, знаете, как говорят, поперло, да? И в любви у вас попрет вот именно с этим мужчиной, потому что он очень красиво будет за вами ухаживать. Тут все ваши подружки и враги, все будут вам завидовать, потому что такой love story, ну, только в сериалах, может быть, видели. Вот. И плюс у вас еще по реализации, по деньгам попрет. Поэтому держитесь крепче, девчонки, верьте в себя. Вы вступаете в какую-то действительно новую, прекрасную пору своей жизни. Вам небеса открываются. Вот они слышат вас, ваши желания, ваши просьбы. И наконец-таки начнут вам давать. Давать, причем... Ах, девочки, все и сразу, все и сразу. Смотрите, и любовь, и деньги, и реализация, все попрет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.